Расширенное комитетское заседание привлекло внимание практически всего депутатского корпуса. Как-никак обсуждался бюджет страны на следующий год. Многостраничный документ, представленный правительством, депутаты изучали 2 недели. Они приглашали представителей соответствующих министерств, ведомств, госучреждений, чтобы детально проработать представленный проект главного финансового документа страны на будущий год. Максимум возможного того, что спланировано на 2018 год, я думаю, в частности, наше ведомство, ответственное за бюджет, в частности, Министерство финансов и Министерство по налогам и сборам предоставило объективную информацию, и с учетом анализа верстался уже 2018 год. Более того, конечно, доходная часть у нас оказалась меньше, на порядок 400 миллионов, но я думаю, что из того, что можно было предусмотреть, и из того, что можно было сверстать, и с учетом объективных оценок, я думаю, работа проведена, в принципе, нормально. К документу у депутатов есть ряд претензий. Главное из них – администрирование. Кроме того, ряд организаций не смогли четко сформулировать свой бюджет, разъяснить многие его статьи. У нас есть некоторые замечания, которые будут именно в конкретной области, в конкретных ситуациях, мы вам их обозначим. Но если в целом характеризовать бюджет, да, по доходу, то я бы сказала, что это достаточно такое неудовлетворительное администрирование доходной части. Глава правительства поблагодарил весь депутатский корпус за столь тщательную работу. Беслан Барциц вкратце изложил ряд позиций расходной части госбюджета на 2018 год. Должен сказать, что таких ключевых, таких глобальных, значимых положений предложено пока не было, но тем не менее по некоторым позициям есть согласие с нашей стороны. Должен сказать, что некоторые из них родились еще задолго до формата рабочих встреч руководителей с депутатским корпусом. Это касается и соцблока, и здравоохранения. Это касается и вопросов, связанных с очень проблемной ситуацией, связанной с обеспечением жилья определенной категории населения, остронуждающихся. Эти моменты нашли отражение в расходной части бюджета. Доходная часть бюджета на будущий год будет составлять 9,5 миллиардов рублей, расходная – 9 миллиардов 602 миллиона рублей. Таким образом, бюджет будущего года будет дефицитным – более 100 миллионов рублей. Собственные доходы составят более 5 миллиардов рублей. Безвозмездная помощь России свыше 4 миллиардов. Как выяснилось, проект бюджета составлялся в соответствии с принятой стратегией «25 шагов по развитию экономики Абхазии до 2025 года». Доходы государственного бюджета по сравнению с 2017 годом уменьшаются на общую сумму чуть более 656 миллионов. Прогнозируемое уменьшение собственных доходов составит практически 232 миллиона рублей. Соответственно, оставшаяся разница 424 миллиона рублей происходит сокращение по безвозмездной помощи, поступающей из Российской Федерации. В 2018 году планируется выплата по внешнему кредиту в размере 76 миллионов рублей на погашение части основной суммы железнодорожного кредита. Общий объем расходов более 7 миллиардов рублей. На общегосударственное ассигнование в следующем году планируется направить более 1,5 миллиардов рублей. Как выяснилось, в представленном документе есть очень серьезное расслоение по заработной плате. По словам министра финансов, тому есть ряд объяснений. К примеру, миграция населения. Идет процесс ползучей миграции, когда люди из сел, из восточных территорий приезжают в Абхазию, и вот это вот расслоение по зарплате, когда одна и та же должность с одной и той же объемом работы может отличаться по уровню зарплаты в 2, в 2,5 и даже в 3 раза. Поэтому вот эти 102 миллиона мы формально предоставляем отчет и согласовываем с Российской Федерацией, что называется, посредничество по больнице, по категории, по должности. Но когда начнешь копать внутрь, то у нас в этом случае большие проблемы. Однако, по мнению депутата Аслана Абжания, рост ряда показателей на пенсионных выплатах мало сказался. Да и заработная плата в последние годы незначительно изменилась. Свои вопросы парламентарий адресовал правительству. Если российская сторона готова финансировать резервный фонд президента в неограниченном количестве, мы, простые граждане, возражать не будем. А если финансирование идет через бюджет в рамках помощи, а идет именно таким образом, то нам непонятно, почему резервный фонд президента должен был вырасти в 2,5-3 раза. Что у нас выросло в 2,5-3 раза? Призываю своих коллег за такой бюджет не голосовать. Давайте направьте часть денег с резервного фонда президента на решение проблем демографии,
на решение, на выплату пенсии 150 рублей стыдно, независимое государство 150 рублей, чтобы выплачивало. Хотя бы сделайте 500 рублей, вот туда направьте деньги. И еще один момент, почему мы не хотим, чтобы резервный фонд президента был в таком объеме. По материалам контрольно-счетной палаты деньги, которые уходят из резервного фонда в разные министерства и ведомства, расходуются не всегда законным образом. На документирование судебной системы планируется направить свыше 189 миллионов рублей, 45 миллионов на обслуживание госдолга. Сфера образования в 2018 году государство обойдется свыше 330 миллионов рублей, здравоохранение – более 580 миллионов. На социальную политику предусматриваются расходы в объеме свыше 200 миллионов рублей, что на 35 миллионов рублей больше, чем в текущем году. Это реестр всех распоряжений, на который был потрачен резервный фонд этого года, может быть вам направлен для ознакомления. И я вас уверяю, там все те объемы, которые выполнены, это ликвидация последствий стихии, это ликвидация последствий, связанные с последним случаем с взрывом и так далее. Они все расписаны по направлениям. После долгого обсуждения, выяснения всех деталей и нюансов, члены парламентского комитета единогласно проголосовали за вынесение данного вопроса на ближайшую сессию парламента, которая состоится уже во вторник. Нисфарш, Бабислан Джинджолия, Абхазское телевидение.